Наш вуз был открыт уже после войны, после победы, почти через 30 лет. Но пока мы снимали фильм о наших дорогих ветеранах-победителей, создалось ощущение, что наш университет тоже воевал, плечом к плечу со всей страной. Наверняка потому, что наш университет создавали те, кто воевал и победил в той страшной войне. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Когда началась война, мне было неполных 16 лет. К этому времени я окончил 9 классов районной средней школы. В конце августа 40 человек из нашего района отправили в Южноуральское пулеметное училище. Это Благовещенский, на базе педтехникума. Через 6 месяцев нас должны были готовить младшими лейтенантами и отправить на фронт. 4 месяца мы держали оборону на Северском Донце, есть такая река. И когда 5 июля немцы начали наступление в районе Белгорода, нас перебросили туда, марш-бросок, 50 километров. Здесь бои были страшные. Каждый день мы отбивали до 5, до 6, один день даже 7 атак. Самый трудный день был тогда, когда немцы наступали при помощи танков. В войну мы, 18-летние, вступили в бой в Волховском фронте под Ленинградом. Наша команда, 200 человек, прибыла туда и пошли в бой на утро. Враг укреплялся на высоте, а мы по болотной местности, низовье, наступали. Как на ладони враг смотрел на нас и поливал нас свинцовой дождью. И к ночи уже была команда вернуться обратно на свои прежние позиции. И вернулись мы 16 человек из 200. Остальные полегли, остались в этих болотах. 18-летними, вечно молодыми. И вот 6 дней подряд мы шли, никак не могли взять эту высоту. Вот. А потом прибыло нам из вылечившихся из госпиталей матросы, вместе с ними пошли. Это матросы, ребята особые. Они, значит, на это проволочное заграждение снимают бушлаты, кидают бушлат, на бушлат поднимаются, погибают, другие на их плечи, дальше и так перебрались. И мы вместе с ними перебрались. И вот тогда, когда они уже бушлаты сняли, остались в тельняшках, и вот немцы, черти полосатые, испугались вовсю только от одного вида и разбежались. Мы, значит, отомстили, конечно, за тех бойцов, своих друзей, которые остались в этом бою. Я видел войну, испытал ее. Ранен я не был, я был контужен. Как-то наша рота, вторая стрелковая, которой мой взвод был придан, ходила в разведку с боем, опять-таки среди гор, в лесах.
И вот вернули, не успели окопаться, на нас был артналет, очень сильный. Подошел заместитель командира, начальник штаба командира батальона. Ников, ты сильно ранен? Я говорю, а чего, я не ранен. А как-то? Откуда вы знаете? Ты посмотри. Я смотрю, у меня 4 дырки на шинели. Нож, он 4 дырки. Я лежал на боку, и вот шинель в складке сложилась, 2 складки, и вот одна. Осколок, да, он прошил, перебил ствол пистолета и загнал его в землю. Я его выкопал, штык лопатой. Да, а у меня в кобуре осталась только рукоятка от немецкого трофейного пулемета, пистолета Кольт. Да, вот такая вещь. В 1940 году я закончила школу. Мне очень хотелось стать врачом, но мечта моя не осуществилась. Началась война. Я добровольно ушла на фронт. С воинскими эшелонами, санитарными, вывозила со всех фронтов войны раненых вглубь страны. Была ранена, у меня по ранению инвалидность, потому я попала в Уфу после ранения. Здесь был набор в авиацию, набирали девушек из Башкирии. И я попала в авиационную часть, и нас отправили на восток. Мне пришлось воевать за Байкальский фронт, где был Байкальский фронт. А самый памятный у меня, знаете, что осталось? Все ребята, которые прошли бои от Москвы до Берлина, остались лежать в земле Китая. К нам в полк приехал маршал авиации Новиков и сказал: девчата, давайте еще повоюем. Мы все в один голос повоюем. Какой год был? 45-й. Август 45-го. В апреле месяце 1941 года нас подбросили под Харьков. Вот, целый там батальон был. Вот, обучали военное дело. Батальон, выходи, стройся! Ну, солдаты молчат. Я говорю, давай споем. Кто-то начал был, вот это «Ай, вой кони», ну, что-то где-то это сбивается. Ну, я подправил, как раз я эту песню знал. «Ай, вы кони стальные, боевые друзья трактора, веселее гудите, родные, нам в поход отправляться пора». Рем Николаевич Порман. Какое счастье, что мы успели отметить его 85-летие. Рем Николаевич Порман – участник прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также боев под Гатчиной, Псковом, Нарвой, Выборгом, в Курляндии. За время военной службы прошел путь от курсанта до старшего сержанта. За участие в освобождении Родины от фашистских захватчиков Порман Рем Николаевич награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией.
Чем дальше уходим мы с вами от 9 мая 1945 года, тем больше встает перед нами вопросов, тем больше на нас возлагается ответственность, чтобы каждое поколение могло проникнуть всеми клеточками, сердцем своим и душой, что же произошло в этот день, 9 мая 1945 года. Это была величайшая победа. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы.